Так, и вот по поводу, опять же, все из этой же ситуации, не буду говорить о ком. Ам, Смотрите, Бахслар, Емшелес, то есть все люди, у кого есть кассиет, вы должны понимать, если вам хочется кому-то написать какую-то гадость, если вам хочется кого-то осудить при других людях, если вам хочется дать кому-то оценку, если вам хочется кому-то перемыть косточки, если вам хочется кого-то осудить, это сразу говорит о том, что у вас сидят шайтаны. Шайтаны на языке, шайтаны в голове. Надо вам чиститься. Как только у вас возникает эта мысль, все, вы должны понимать, что с вами не в порядке. Понятно? Если вы в кассиете, и тем более, если вы уже принимаете людей, если вы общаетесь с миром духов, вообще те, кто общается с миром духов, вам никогда в голову не придет пойти и написать какую-то гадость другому человеку. Я не пишу никому гадости, потому что как только я начинаю на кого-то смотреть, все, и мне хочется что-то написать ему в разрез, у меня стоят аталар. Я вижу ваших аталар. Я не могу сказать эти вещи вам. Вот когда вы не правы, что я могу только сказать? Мои аталар мне скажут: иди к себе и расскажи об этом, но не оценивая другого. Просто ты увидел эту ситуацию, идешь и рассказываешь ее так, как мы тебе ее объясняем. Вот что говорят аталар. Но когда я вижу другого шамана, другого бахса, я никогда никому не напишу какую-то гадость. Я никогда не напишу ему, что ты ошибаешься. Не могу я этого сказать, потому что у меня стоят ваши аталар. Это означает мир духов. Понимаете? В мире духов, когда вы находитесь, вы не можете говорить таких вещей. Если вы можете это сказать, это значит, что у вас на языке сидят шайтаны, что вокруг вас вертятся шайтаны, и что вы не общаетесь с миром духов. Вы только создаете видимость, что вы общаетесь с миром духов. Понятно? Это обычное правило для всех. И те, кто находится в кассете, они отлично это понимают. И, пожалуйста, поймите, вот вы смотрите, вы ходите в ТикТоке, смотрите, видите разных целителей. Сейчас их просто завались стало. Очень много из них шарлатанов, очень много из них тех, кто сидят на зоне. Вот просто много. Очень много из них тех, которые только начали и совершенно еще не понимают ничего в кассиете, но уже бьют в грудь, что они шаманы, не пройдя обычного жизненного пути, не пройдя борьбы с миром духов. Но есть очень много шаманов разных наций, которые настолько дорогие, и настолько опытные в мире духов, и видя вас, они понимают, чем закончится ваша ситуация, и вот их просто нет в соцсетях, они не показывают себя, понимаете? Потому что это все, что мы тут с вами делаем, для них тлен. Большинство, когда я смотрю на шаманов, магов, и я вижу, когда они идут не в ту сторону, даже тех, кто проходил у меня консультацию, которых ставил на свой путь, но они потом уходят опять в другую, какую-то в другую дорогу. Я просто жду, когда они это, я бы сказала, перебесятся. Время придет, они поймут и вернутся куда надо. Ну, потому что это тема кассиета такая, что в тот или иной момент ты не можешь справиться с джиннами и шайтанами, которые тобой овладевают, которые тобой начинают манипулировать. Это вы поймите, что у шаманов-магов тоже очень много проблем своих жизненных, которые не решаются. А когда к тебе приходит клиент, и ты решаешь им эти проблемы, и даже больше проблем, но в ответ у тебя ничего не улучшается, и ты получаешь минимальную копейку, и у тебя такие мысли: блин, я стольких людей вытащил, у того-то это, тот машину купил, этот квартиру купил, то сделал, этот женился, ребенка родил, вот так, а у меня ничего нету. И вот тут начинается шайтан идти. Понимаете? Дальше еще идет так, вот такие вещи, когда ты смотришь, что ты кому-то дал здоровье, он на улучшение пошел, омолодился, а ты стареешь, и ты, то есть ты дряхлеешь, у тебя ничего не улучшается. Опять тобой завладевают шайтаны. Поэтому те шаманы, которые хорошо выглядят для своего возраста, это говорит о том, что они правильно питаются энергией и не забывают о себе, и правильно себя оценивают. Понятно? Я цену поставила себе 100 000 за прием, но я не беру сейчас много людей, я стала брать меньше из-за этого, поэтому я больше отдыхаю.
когда у меня был вот целый поток людей, вот с утра до вечера, ой, извините, я вечером и утром, мне ходить было больно, настолько мне было плохо. Я, честно говоря, благодаря своему сыну, вот он мне сделал гипнотерапию, мы залезли ко мне, и он меня успокоил, как сказать, направил, что пора уже и цену поднять, чтобы успокойнее быть, чтобы не болеть уже так сильно. Вот как-то так. Вот про вот эти, как вас соблазняют шайтаны, как джинны, как с ними бороться, с чем вы столкнетесь, как это влияет на вас, на ваших близких, на ваше окружение, почему не получается с теми-то контактировать, та-та-та. Короче, вот эти вот такие нюансы, все об этом я рассказываю в своей онлайн-школе Бахсалов. Если вы начинающий, либо уже давно, который сидите в кассиете, но вас одолевают такие шайтаны, либо вы сами задумаетесь о том, что с вами происходит, либо идите учитесь. И потом перестаньте везде всем тыкать тему ислама. Казахи не только мусульмане. Казахи могут быть любой другой религии, придерживаться любого другого эгрегора, либо вообще не придерживаться никакой религии и быть атеистами полными. Это право каждого человека. Не потому, что он родился в семье мусульман. Религию всегда выбирает сам человек, потому что это личное общение со Всевышним. Если вас заставляют быть мусульманином, христианином или атеистом, это говорит о том, что у вас нечестно. Вот такая вера не нужна Всевышнему, как бы вы его там ни называли. Будьте честны, окей, не с собой, так будьте честны со Всевышним, вот с высшим Я, как это еще назвать? Должна быть честность, а не имитация.